Уважаемые граждане России, проживающие в Республике Саха, осталось совсем немного времени для того, чтобы сделать свой выбор по главной должности нашей страны. Мы выбираем президента Российской Федерации. И от того, кто станет президентом, зависит не только судьба всей страны в целом, но и развитие каждого региона в отдельности. Для нашей республики, на мой взгляд, самым предпочтительным президентом должен быть Грудинин Павел Николаевич. И не только потому, что он оставляет 50% в регионах. Хотя если такое произойдет, у нас будет финансовое положение лучше, чем при Михаиле Ефимовиче Николаеве. И не потому, что он будет настаивать на том, чтобы предприятия, добывающие природные ресурсы, регистрировались на территории, где происходит эта добыча. Уже этих причин достаточно для того, чтобы проголосовать за Грудинина. Среди моих земляков существуют различные мнения в отношении главы нашей республики Егора Афанасьевича Борисова. Я не считаю правильным все, что он делает, но для меня он является главой, который избрал многонациональный народ нашей республики. Но когда я вижу, когда нашего лидера отпихивают на задний план какие-то федеральные чиновники, когда раздуваются скандалы с Аэрофлотом, а потом это все транслируется через федеральные СМИ, когда Жириновский, верный слуга Путина, говорит о том, что необходимо отстранить Борисова от власти, меня наполняет возмущение. Это что за отношение к нашему лидеру большой, богатой республики? И не только потому, что она богатая и большая, а потому что за этим человеком стоит народ. Например, ситуация в республике Дагестан удивляет не только меня. Ведь эта национальная республика очень богата своим кадровым потенциалом. Однако мы видим, что в этой национальной республике вдруг назначается варяг. Для этого, возможно, у Владимира Владимировича Путина были какие-то веские основания, на его взгляд. Но как же принципы самоуправления? Неужели в этой многонациональной республике не нашлось достойного человека? Согласно всевозможных политических рейтингов, положение Борисова не очень хорошее. Да и со здоровьем Егор Афанасьевич испытывает определенные трудности. Вопрос о смене главы республики давно на слуху, и, возможно, нас ожидают перемены в будущем. И тогда возникает вопрос, кто будет новым руководителем республики? Будет ли это жители республики? Я думаю, что только победа Грудинина может нам гарантировать, что республику возглавит наш человек. Никто не придет к нам со стороны и не поменяет нашу жизнь к лучшему. Потому что он не знает наших особенностей, наших нюансов. Вообще варяг не способен сделать нашу республику процветающей. Поэтому подумайте. Также хочется сказать несколько слов о явке граждан. Очень многие не хотят идти на выборы, объясняя это тем, что не верят власти, не верят в институты выборов, не хотят участвовать в очередном фарсе, так называемого переизбрания старого президента. С подобным призывом к народу обратился Алексей Навальный. Но и без призыва этого товарища Навального явка на избирательные пункты с каждым годом уменьшается. Это значит, что Навальный просто хотел возглавить и без того растущую массу так называемых бойкотирующих. Но если Навальный говорит о своей оппозиционности кремлевской власти, то такой бойкот никакого ущерба этой власти не нанесет. Однако маленькая явка страны, она в себе таит большую опасность. Во-первых, это может значительно снизить авторитет нашей страны на международном уровне. Во-вторых, эта низкая явка создает такую опасную основу для всевозможных управляемых извне революций. Для недопущения волнений, кровопролития, беспорядков мы просто обязаны максимально прийти на избирательные участки. Я считаю, что это вопрос государственной безопасности. Ну и, конечно, призываю всех проголосовать за Павла Грудинина. Но помните, мы выбираем Павла Грудинина только на один срок. И если он себя покажет за этот срок, если он выполнит все свои предвыборные обещания, то мы можем еще подумать о том, чтобы продлить ему на второй срок. Но мы должны понять, что выбирать руководство нужно, руководителя страны, только на 2 срока. Дело в том, что со временем
у руководителя страны, который решает очень много вопросов, при этом много хозяйственных вопросов, возникает соблазн. Вокруг него есть друзья, есть родственники. С каждым годом прибавляется эта армия. Приходят родственники друзей родственников, друзья родственников друзей. И вот в этой массе происходит активная борьба. Начинают друг друга подставлять, устранять. Это действительно волки, которые просто борются за доступ к президенту, за доступ к ресурсам страны. И представляете, вот в этой борьбе они не замечают простого народа. Я сам лично убедился в том, что идеи народа, наши предложения, наши мольбы о помощи практически не доходят. К нам приходит масса отписок. И вот, например, в этой борьбе посадили в тюрьму министра экономики Улюкаева. Вот, неужели в борьбе за выживание будет время для того, чтобы решить вопрос простого гражданина? Поэтому я считаю, что я имею право обратиться к своим согражданам, призвать всех отправить Владимира Владимировича Путина на заслуженный отдых, чтобы он отдохнул от этой хитрой своры, которая его окружает и мешает эффективно управлять страной. Хотелось несколько слов еще сказать о самом процессе голосования. Мне вот известно, что в некоторых бюджетных организациях, в учебных заведениях руководители, зная, что есть люди, которые от них зависят, используя свое служебное положение, заставляют голосовать предварительно, то есть не дожидаясь 18 марта 2018 года. Я вижу в этом потенциальную возможность для фальсификации итогов выборов. Надо помнить, что чистота проведения этих выборов также будет основой для того, чтобы стабильно жить после выборов. Потому что если будут подозрения в фальсификации выборов, это будет опять-таки основой для опротестования итогов выборов. А значит, опять вспоминаю, так сказать, вопрос о государственной безопасности. Я бы хотел обратиться к руководителям бюджетных организаций, учебных заведений, чтобы они воздержались от принуждения людей голосовать заранее. И к людям обращаюсь: не ходите голосовать раньше 18 марта. Лучше придите 18 марта в воскресенье, и сами придите, и родственников, и знакомых придите, особенно тех, кто никогда не ходит на выборы. Я считаю, что Россия должна стать еще сильнее, чтобы ее уважали. Как говорит Павел Николаевич, нас будут уважать за то, чтобы у нас развитая экономика, за то, что у нас достойная жизнь каждого гражданина. Все на выборы.